Республика Таджикистан, город Душанбе. С 5 сентября 2016 года по 9 января 2017 года находился у себя дома на родине Таджикистане. 10 июня, управляя автомобилем по улице генерала Белова, 41, на посту остановились сотрудники ГИБДД. Во время проверки сотрудники ГИБДД сказали, что у меня лишены прав. Якобы 2 декабря 2016 года в городе Сергеев Посад по улице Бераумская, 1 находился в алкоголическом опьянении. Так как я находился дома, я не мог совершить такое грубое административное правонарушение. Обращаюсь к Тарануте Баковича разобраться с этим постановлением. Значит, смотрите, я прочитал ваше заявление. Вы детально все объяснили. Что на период, когда подозреваемым принято административное правонарушение, по рассмотру на ваши документы Ореха Борисовской юрии, вы в это время находились в Таджикистане. Да. Автомобиль, который здесь был зарегистрирован в ходе рассмотрения, это ваш автомобиль? Нет. Даже автомобиль вам не принадлежит? Нет. Соответственно, если все здесь то, что написал судья, по моим практике, которые я работаю, были использованы ваши документы, в том числе копии вашего паспорта, копии водительского вашего удостоверения и данные технические паспорта автомобиля, и без вас был рассмотрен данный вопрос. Да. Вы правильно говорите, что вы не совершили это преступление. Вы сейчас собираетесь, соответственно, доказать по-новому, восстановить свою, соответственно, невиновность. Все правильно вы делаете. Вы мне ответите на один вопрос, может быть, несколько вопросов сейчас. Когда-нибудь с вами были друзья, которые знали или получали копию вашего? Копию у меня никто не получал. В 2014 году в одном квартире, когда я жил, один парень просто паспорт и права украл у меня. Вы знаете этого парня? Ну да, просто я его не знаю, где он сейчас находится. Потом нашли права? Да, мы когда просто узнали, что это у него находится, через неделю он нам все документы вернул. Получается, что не исключен такой вариант. Данный гражданин, который в 2014 году украл ваши документы, имеет тесные связи с каким-то из сотрудников ГИБДД. Это один. А второй вариант, вас сфотографировали на посту ГАИ в 2016 году, да? Да. Но а месяц число не расскажите помню. мне, как? Ну, у них было, просто по проекту документам остановили, я остановился. Он взял права и техпаспорт машину, направился к себе на машину, пробил. Но когда я уже сам подошел, он фотографировал моему паспорту именно права. Они фотографируют, когда вы Ну да. Я спросил, для чего сфотографируете? Говорят, у меня сейчас база данных не работает, я могу попозже проверить вас. А вы территориально не запомнили, где это было? Ну, это уже было в прошлом году, точно не могу сказать. Вот районный суд будет рассматривать именно, если тот сотрудник, находясь там, в том районе, если он передавал в это Орехово Борисовской южной. Но не исключаю, что он, может, кого-то из своих друзей передавал. Может быть. Кто попросил, говорит, надо мне одно дело закрывать, а у вас есть к ним документы. Вот у меня там есть, ну давайте сюда. А вот по адресу вашей регистрации ни разу не поступила повестка отсюда? Нет. Где вы жили там, значит? Нет, вот как я зарегистрирован, а там тому адресу уже 2-й год. Да? А кто вам давал 19 июня 2017 года постановление? Это Ершова.
Вы обратились к ним? А Нет. суд когда? 19 июня. Вас 10-го задержали? 10-го задержали сотрудники ГАИ. Направили меня в ближайшее отделение по улице Елецкая, улица 37. Там меня пробивали, что я либо нахожусь в розыске или нет. Дежурный проверяет меня и говорит, у вас все в порядке, вы можете идти. Я там около часа пробыл примерно. И когда вышел, мою машину штрафплощадку направил, а сам мне дал постановление, что мне надо 13 числа в 11:00 по адресу Каширское шоссе, дом 76, корпус 1, то есть батальон ГБДД, явиться. Я явился туда, мне там инспектора сказали, вы зря пришли, вам поступят уведомления, либо в письмо, что куда вам, когда надо будет явиться. Ершова А.Н. Вот она пересматривала, и это оказалось, что у меня в паспорте есть печать, которая в это время я отсутствовал в российской территории, я находился у себя дома. Она говорит, это вам мало. Что как мало? Ну это и есть один из. Ну да, я сказал, что... Они должны были требовать, вот и требовали. Правильно, вот здесь тоже ведут. Я сказал, что... Находясь в Таджикистане, доставали, что да. И она не слушала. Я говорю, завтра еще мне надо явиться в суд по району Сергеевска-Посадского. Вот. Она даже это не услышала, ушла на переговоры, через минут 30 вышла, сказала, было принято решение о вашем аресте в 7 суток в специальном спецприемнике. Вас арестовали? Да. И я отбывал 7 суток в спецприемнике. Вчера вышел и обращался к вам. Вас повели в спецприемник на 7 суток? Да. А чем это объясняет? В том, что я ехал лишенным права, так как я его не знал, что он лишенный права. Вы никогда не привлекались к уголовному нарушению, но в компьютерной базе Российской Федерации вы числите страдавших. Ну да. Но при этом судью, который принимал решение, вы видели лицо, зная, что она даже говорит, да, ну что, вы были в Таджикистане, это не играет роль. Ну ладно, решили помогать. Якобы вы решили, были остановлены. Да, она говорит, если вы мне, кто это, вам известно, я также ответом говорю, мне неизвестно. Автомобиль-то, который ехали на тот момент, номера, которые указали, это не ваш? Нет, не мой автомобиль. И доверенность тоже у вас не мой. Вы хозяин этого автомобиля? Нет, не знаком с ним. Даже не знаю. И я также утвердил, что хозяином машины и машины, и на этом машине никогда я не катался. И именно в районе Сергея Посадова я никогда не ходился в жизни. И добавил, что мне надо было 20 числа 9:45 явиться в Сергеево-Посадского городского суда. Значит, лично мое мнение, на основании вашего заявления, на основании вашего обращения, на основании имеющих достаточно детальные факты, что вы не нарушили, подтверждает факт, что вы, не находясь в России в это время и приняли по отношению к вам было почему жесткие меры со стороны судебной при давлении или при подкупе сотрудников, то есть судью со стороны практической клиента ГБДД, дает вам возможность, что я предоставляю вам адвоката и надеюсь на 100%, что данное решение могут быть дальше. Конечно, мне больше всего беспокоит та слова, которые сказал судья по отношению к вам. Ну и что? Если находясь в Таджикистане, тогда и можно получать и звания, можно получать, соответственно, по ступенькам идти судебной системы нашей России. Не зря говорят, что трудно сейчас верить в ту систему, которая создана на постпространстве СНГ, в частности в России и других республиках, в судебной системе. Нет здесь правдивых переговоров, в том числе по отношению к вам. Мы вас не оставляем, не бросаем, без внимания так называем. Мы с вами были, есть. То, что обратились, правильно сделали. Спасибо. Будет с вами встречаться адвокат, я понимаю, что... А дальше уже готовится к моральной взысканию с помощью адвоката, чтобы восстановили ваше достойное имя. Хорошо? Спасибо.